Это нереальный рекорд. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как таджики действительно удивили. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Первый после более чем двухлетнего перерыва поезд отправился из Таджикистана в Россию 15 августа. Прерванное 2 года назад из-за пандемии железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновилось. 15 августа первый рейс прибыл в Душанбе из Куляба в 8 утра. Здесь он простоял ровно 2 часа. Весь пограничный контроль и таможенный досмотр багажа проводился тоже в столице, так как поезд больше не будет останавливаться на территории Таджикистана. На железнодорожном вокзале было многолюдно, толпы людей заняли всю привокзальную площадь. Их пускали внутрь вокзала по очереди, по 4-5 человек. А там еще одна длинная очередь для прохождения погранконтроля и таможенного досмотра. Большинство из них купили билет в Душанбе. На площади, несмотря на время, стояла невыносимая жара. Спрятаться от палящих лучей солнца было негде. Среди пассажиров много женщин с детьми, есть и старики. Весь свой скарб, чемоданы, сумки с продуктами на дорогу, рулоны матрацев и курпачей разложены были прямо на площади. Пассажиры в ближайших торговых точках закупали бутилированную воду блоками, но они уже теплые и не утолили жажду. Все взоры пассажиров были направлены на ленту, преграждающую путь вовнутрь здания. Никто не соблюдал очереди. Милиционеры пускали сначала женщин и стариков. Абдурасул купил билет неделю назад за 1400 самани на плацкартный вагон. Провожать его пришли отец и дядя из села Исамбай района Рудаки. Абдурасул едет в трудовую миграцию, как и почти все пассажиры поезда. «Я выбрал поезд из-за экономии, авиабилеты дорогие», — говорит он. «Планирую уложиться в 2-2,5 тысячи самани, чтобы доехать до места назначения. Это стройка в Москве». Давлат Сангинов из Вахшского района Хатлонской области. Ему уже 50 лет. «Я рад, что пустили поезд», — говорит он. «Я не пожалел денег и купил за 1856 самани билет в купе». Он приобрел билет в столице и садился в поезд оттуда. С ним в миграцию ехало и несколько молодых его односельчан. Давлат у них был за старшего. Биби Зарамо тоже из Хатлонской области. Ей давно уже за 60. Она ехала к сыну, который уже получил российское гражданство. С ней туда ехали и внуки. «Документы все в порядке, так что не должно быть проблем на границах», — говорила Зарамо. Сын обещал маме, что покажет ее российским врачам. Зарамо вылечится и ближе к зиме возвратится на родину. До пандемии я 1 раз ездила поездом в Россию, так что опыт есть. Дай бог, все пройдет благополучно. А как вы относитесь к возобновлению поездов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Поезд более чем 600 пассажирами отправился в путь в Россию. Какие условия в вагонах? Работают ли там кондиционеры и туалеты? Есть ли горячая вода для чая и другие удобства для пассажиров? Было еще неизвестно. В администрации Душанбинского железнодорожного вокзала рассказали, что в Волгоград запланировано еще 2 поезда из Душанбе и Худжанда на 27 августа и 7 сентября соответственно, на которые также открыта продажа билетов. Поезда из Куляба в Волгоград будут отправляться еженедельно по вторникам и прибывать на станцию Волгоград-1 по пятницам. Из Волгограда они будут отправляться по пятницам и прибывать в Куляб по понедельникам. Поезд из Душанбе в Волгоград будет отправляться по субботам и обратно по вторникам, а из Худжанда в Волгоград по средам и субботам соответственно. Составы будут следовать с остановками для посадки и высадки пассажиров в нескольких населенных пунктах на территории Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России. Поезд Куляб-Волгоград на территории Таджикистана совершает 2-минутные остановки на станциях Дангара, Сангтуда, Вахш, Яван и Энги-Базар. Так называется станция в Вахдате. Остановка в Бахтаре занимает 20 минут. В Узбекистане есть несколько технических остановок, а выйти из вагона и садиться в них можно в Кумкургане, Карши, Самарканде, Наваи, Учкудуке и в других городах Каракалпакстана, Мискин и Кунгурот. В Казахстане поезд остановится в населенных пунктах Бейнеу, Кульсары, Макат, Досор, Атырау, Аккистау, Исатай и Ганюшкино. В России после прохождения границы в Аксарайске поезд до прибытия в Волгоград будет останавливаться в городах Верхний Баскунчак, Владимировка и Волжский. Поезд отправляется из Куляба в 10 минут первого и прибывают в 2:08 начала 4 дня. Путь от Куляба до станции Волгоград-1 займет 3 дня, 3 часа 58 минут. Средняя путевая скорость поезда 54 км в час. Расстояние 3369 км. На этом маршруте будет 26 остановок. Самая продолжительная стоянка поезда на российской станции Аксарайская – 140 минут. А вы или ваши знакомые ездили на этом поезде? Возможно, вам есть что рассказать. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.